Так, я в эфире, да? Я так полагаю. Да, я в эфире. Ассаламу алейкум, приветствую всех, друзья. Витаю вас. Я снова в эфире. Заходите, задавайте свои вопросы. Будем по мере по мере возможности отвечать. Так держать. Мы рассказываем о вашей трансляции новым зрителям. Отлично рассказывайте. Мы рассказываете о нашей трансляции. Так, друзья, с нами теперь Рита. С нами теперь очень рад всем. Заходите. Обсудим ситуацию в Украине. Задавайте свои вопросы. Сегодня 14, да? Или уже 15, 14 марта, 18:35. 14 марта, 18:35 2022 года. Так. Миша к нами присоединился. Друзья, кто-то со мной хотел сегодня пообщаться, и я ему еще вчера обещал, что мы как-нибудь поговорим на следующем стриме. Ну, я надеюсь, он сюда зайдет. Доброго вечера. Як ваші справи? Дуже дякую, все хорошо. И вам доброго вечера. Так. Как у вас там дела? Какие новости? Расскажите кто-нибудь, кто с Украины. Доброго вечера, мы с Украины. Где кадыровские прихвостни? Давай тоже заходите. Путинские наложницы, заходите, ждем вас. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Ашой. Так. Заходите. Кадыровцы шакалы. Да, не то слово. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Как ваши дела, здоровье? Все хорошо, вот переболел короной. Отлично, уже выздоровел. Вы заболели? Нет, не заболел, я уже выздоровел, слава богу. Слава Украине, героям слава. Нет, я уже выздоровел. Уже все. Переболел я очень легко. Видимо, это последняя вот эта модификация была короны. Как он там назывался. И вот нормально. Уже все хорошо. Чем больше лайков, тем больше зрителей пишет. Так что, друзья, ставьте лайки, отправляйте, выздоравливайте. Спасибо, обязательно. Вот, пошли лайки. Выздоравливайте. Это я уже повторяюсь. Если есть какой-нибудь прорусский или подрусский, да, или россиянец, который хочет со мной подискутировать, да, я с удовольствием открыт. Заходите именно для дискуссии, чтобы поговорить, и я вам обосную, что вы не правы, что ваша страна фашист, а ваш Путин это ублюдок. Я вам это обосную. Заходите. Слава Украине, героям слава. Кстати говоря, в прошлом году я провел здесь флешмоб. Я порвал свой российский паспорт, и некоторые чеченцы последовали за этим, и у нас был такой флешмоб. Видео мне скидывали, я эти видео загружал себе на YouTube канал, на свой канал Reality. И, вроде как утихло.
был флешмоб и был. И теперь я смотрю, россияне подхватили этот мой флешмоб и рвут свои российские паспорта. Это очень правильно. 140 миллионов или сколько у вас? 190 миллионов, да, россиян. Вот эти 90 миллионов россиян должны порвать свои паспорта. Должны порвать свои паспорта. Так, героям слава. Кадыров заслужил смерть, говорит. Кто-то там. Я вот ники не могу прочитать. Ну, смерть заслужил или нет, решает суд. Я считаю, что он заслужил честного, объективного, справедливого суда. И причем давно заслужил. И чеченского, и международного суда. И он, и Путин. Они давно это заслужили. Поэтому смерть это уже дело вторичное. А вот изолировать от общества, чтобы они не представляли, никак не контактировали с обществом и никак опасные для общества люди должны быть изолированы от нормального общества. Кадыровцы спят уже, они только днем могут. Ребят, не придавайте значения этим кадыровцам. На самом деле это такие же россиянцы. Нету там... знаете, кадыровцы, да, их ведь представляли чеченцами, это мы настаиваем на том, чтобы их называли кадыровцами. Ну, чтобы с нами не путать. На самом деле, кадыровцы это люди, которые не имеют никакой мотивации, кроме денег, которые они получают, да, зарплату там и так далее. Поэтому они, ничем они, может быть, они, не знаю, чуть дольше будут отстреливаться, или там, я не знаю. Если нет мотивации, я вообще не представляю, как человек может жертвовать своей жизнью, рисковать жизнью, если нет мотивации этому. Да, есть там какие-то адреналинчики, сумасшедшие и так далее, но их будет немного таких людей. Остальные все хотят хорошо одеваться, машину, дом, кормить родителей, семью. Вот как бы ситуация какая. А вот эти люди рассчитывали, что они будут в новенькой, красивой форме, с оружием, да, такой предел мечтания какого-нибудь идиота. Вот. А получилось как? Получилось, что пошел воевать. Так, давайте еще комментарий почитаю. По течению плывешь. Нет, самое интересное, что я всегда плыл против течения. Сейчас просто я попал в русло, что наконец-то весь мир проснулся. И я считаю своей заслугой, в том числе маленькая, правда, что этот мир проснулся. Я всю свою сознательную жизнь доказываю, кто такие КГБшники, ФСБшники и что такое фашистская Россия. Всю свою жизнь. Вот где бы я ни находился, что бы я ни делал, я всегда пытаюсь доказать, объяснить. И вот теперь, наконец-то, да, наконец-то мир созрел для этого. Слава Богу. А я считаю, что ты заслужил суда, и должен быть изолирован. Ну, пожалуйста, считай, это твое право. Ассаламу алейкум. Мне на предложение Закаева о договоре с Ичкерией есть результат? Я не знаю. А вы что сделали для своего народа? Не будем сейчас хвастаться, кое-что сделал. А вы что зробили? Это не мне. Так, а ваши пределы мечтаний? Мой предел мечтаний, он, конечно, у меня не ограниченный. Знаете что? Человеческие потребности не ограничены, как и фантазии, и мечтания, они не ограничены. Но у этих клинических идиотов они ограничены. У меня, необходимо то, что моя задача была поднять чеченский вопрос снова на международный уровень. В какой-то степени, опять же,
получилось это. Сейчас о нас уже начали снова говорить, и мы скоро привлечем фашистов к уголовной ответственности, военные и политические силы фашистской России. А так мое мечтание это суд над Путиным и другими ублюдками из фашистской России и освобождение моей родины, но это одно из другого исходит, и вернуться на свою родину, быть на своей родине. Ну, еще кое-какие вещи личные, которые я не буду сейчас тут озвучивать. Так что, ну, это, и я уверен, что когда появится это, у меня появятся еще мечтания, в отличие от тех мудаков, которые служат фашистской России. Мир тебе, брат. Дуже дякую, брат. Салам, свободной ночи. Витаю. Салам. Это грузин, по-моему. Камаджоба Генацваля. Правильно делают, что таких, как вы, называют чеченоговорящие. Ну, это мы их называем чеченоговорящие, потому что чеченцы это мы. Салам алейкум. Алейкум салам. Так, Асап, почему не сплотиться вам с Закаевым? Вас там более 300 тысяч. Ну, я уже много раз высказывался на эту тему. Ну, Закаев себя очень сильно дискредитировал в глазах очень многих людей. И когда я поддерживал Закаева, многие мне говорили, уйди от него, ничего хорошего от тебе не будет от него, только нехорошее ты получишь. И я получил только нехорошее от самого Закаева. Поэтому Закаев себя очень сильно дискредитировал в глазах чеченского сопротивления. Сейчас он, конечно, там Зеленскому что-то предлагает. И как бы надо это поддерживать, все такое. Но без меня, да, без меня. Так, стать президентом хотите? Нет, не хочу. Президентом Чеченской Республики, наверное, вы имеете в виду. Нет, чеченцев президентом должен быть лучший из лучших, достойный из достойнейших. Поэтому я не считаю, что я должен быть или имею право быть президентом такого народа. Чечня, слава Украине. И 95. Что значит 95? 95 это ты 95-го года рождения или ты этот российский регион 95-й? Мне тут пишешь. Не надо так писать. 95 это тот номерок, который на зоне присваивается. И вот этот 95-й регион присвоили нам. Вот такие вот дела. Не перечислите, кем вы видите. Ну, перечислите, кем вы видите президентом. Кого вы видите президента? Ну, я не знаю, у нас есть некоторые люди, которые могут стать президентами. Ну, в моем понимании, конечно. Решает чеченский народ, его величество, господин народ. И это чисто только мое мнение. Но я не могу их сейчас называть, потому что эти люди станут дополнительно к тому, что они и сейчас являются мишенью для русофашистов. Так что вот такие вот дела, друзья. Вот такие вот дела. Так. Ну, давайте, рассказывайте, друзья. Як вы думаете, як Рашка будет вылазить с Украины? То, что я думаю, вам может не очень понравиться, конечно. И
Там несколько сценариев может быть, да, конечно же, я никакой не предсказатель и не знаю, что будет наперед. Может Путин и Россия фашистская победит весь мир и ту революцию, ну, шучу, конечно, которую Ленин пытался организовать, захватит весь мир. Ну а так я считаю, что Россия вынуждена будет покинуть Украину после того, как она сильно обнищает и как следует ей надают пинков в самой Украине. Ну вот так я это вижу. Это долгий процесс. Я так считаю, я могу ошибаться, но я склонен считать, что все-таки долгий процесс, если опять же не вмешается НАТО, как в Югославии это произошло. Вот если бы НАТО вмешалось, вот тогда бы, конечно же, было бы очень правильно и хорошо, как в Югославии. Вот этот вариант Афганистана и вариант Югославии, это все условно, конечно, но вот два варианта, которые я вот полагаю, что могут произойти. Но не знаю, как будет. Афганистан, вы все знаете, это 10 лет войны, полное обнищание России. А Югославия – это более быстрый процесс, когда бомбардировки начинаются, и русские сдаются. Как и сами сдают, как Слободана Милошевича сдали сербы, также русские сдают своего вот этого недоцарька ублюдочного. Кадыров чемпион, нас везде. Ты на своем хозяйском писать научись, нас везде. Нас везде. Даже на хозяйском писать не умеешь. Поэтому... А знаете, эти люди, которые за Кадырова, они, во-первых, кормятся с Кадыровской. У них там интерес есть. Потому что ни один нормальный человек не может быть за Кадырова. То есть за предателя. Это сказать сам на себя, что я предатель, я подонок. Я, это, сказать на такое не может, нормальный человек не может. Ну, кроме мазохистов. И, конечно же, сверху написано, ага, это не то. Так, Аслан, почему все блогеры наши обнимаются друг друга, обвиняют друг друга в шпионаже? Кто наши? Ты имеешь в виду чеченские блогеры? Чеченских блогеров я не знаю на самом деле. Блогеров, вернее, я знаю, которые не работают на русских, но их мало. А вот кого ты говоришь, они работают, реально работают. И вам придется мне поверить. Я очень много работы провел по этому поводу. Но есть некоторые люди, которые не хотят в это верить. И даже если я покажу выписку из отдела кадров у ФСБ, мне будут говорить, нет, это подделка. Так, ты мужчина, если ты кадыровц в лицо скажешь. Ну, иди сюда, я тебе скажу. Клянусь, скажу. Предатель. Ахмад Хаджи ваш предатель был. Кадыров Рамзан ваш предатель в женских ботинках Прада. И все, кто поддерживают, клянусь Аллахом, вы ради денег только там. Ни один, не то что чеченец, ни один нормальный человек не может быть за предателей. Вы можете понимать? Они убили 300 тысяч. Русские фашисты убили 300 тысяч наших граждан. Всех национальностей, всех религий, которые у нас проживали. И перейти на сторону русских фашистов для того, чтобы потом ради угоду русских уничтожать свой народ, это надо быть конченным дерьмом, извиняюсь, конечно, за мой французский. И вот этим и является каждый, кто называет себя кадыровцем, кто называет себя подрусской тварью. Я в лицо скажу любой подрусской твари это, что вы подрусские твари, вы за деньги это делаете. Нет у вас никакой идеи, Ахмад путь Кадырова там и так далее. Ахмад путь Кадырова это путь предателя, подонка. Иди сюда, я тебе скажу, клянусь тебе скажу.
Так, ты в скором времени будешь мертв, говорит. Пошел ты знаешь куда, скоро. Все мы будем мертвы, но я буду мертв на правильном пути, а ты, мразь, будешь гореть в аду вечном. Понимаешь? Мечта любого мужчины умереть на правильном пути. Вы сбежали, оставляя нас. Кто вас сбежал? Кто куда сбежал? Нашу страну оккупировали. Твой Ахмад Кадыров, это ты повторяешь ту пропаганду, которую тебе говорят. Твой Ахмад Кадыров был другом, близким соратником, заступался за президента Аслана Масхадова. И когда он был президентом, поехал в Москву, договорился с русскими, и тогда русские взорвали свои дома и зашли, зная, что Ахмад Кадыров будет уже на их стороне. Потом эти же русские еще, когда был Аслан Масхадов президентом, и Кадыров Ахмад его муфтием был. Вообще у Аслана Масхадова, как и у его сына, Далгазу Обалдоль Аслан Масхадов, нету вообще понимания, кто вокруг них. Вообще они не понимали, Аслан Масхадов не понимал, кто рядом с ним. Все, почти все люди, которые были близки к кругу Аслана Масхадова, они все его предали. Аслан был воин, Аслан был смелый, честный, порядочный человек. Но абсолютно не умел вот эту политику кадровую вести. Большому сожалению, большому сожалению. Ну, конечно, при помощи российской агентуры и так далее, и так далее. И вот этот ваш Ахмад, путь Ахмада Хаджи Кадырова начался с того, что нам вот эту вахабню начали мутить, вот эту идеологию вахабизма. На русском языке печатались в Татарстане, в Москве брошюрки, и нам это все закидывалось. И потом ваш Ахмад Кадыров, будучи агентом КГБ еще с советских времен, начал борьбу против этих ваххабитов. А мы, чеченцы, очень не стреляем друг друга, не убивали, пока ваш Ахмад Кадыров и другие ваши мерзавцы и подонки не появились. Мы очень не хотели друг друга убивать. Гражданскую войну чеченцы очень сильно не поддерживали. И ваш Ахмад Кадыров ездил по всем лучшим нашим воинам, тогда еще на нашей стороне, муфти Чеченской Республики, да, ну человек доверие вызывать должен стопроцентно, муфти республики, близкий соратник Аслана Масхадова, там все такое и так далее. Ездил и лучших воинов склонял к себе, перетаскивать хотел, потому что у этих воинов были разные. Это воины. Воин, мы понимаем, человек, который убивает человека. Да? Хоть мы и возносим этих воинов, которые на правильной стороне, но по факту они совершают убийство людей. Да? Врагов, плохих людей и так далее. Они это защитники. Но а грань между этим очень тонкая, между просто убийством и убийством человека, который заслуживает. Да, или его нужно остановить, чтобы еще большего вреда он не принес. И вот ваш Ахмад Кадыров занимался вот этой темой. И всячески пытался сделать гражданский конфликт. И когда традиционные мусульмане, чеченцы, которые всегда являлись там последователями разных вирдов, и ваххабизм, который завели, который лег, в принципе, на благодатную почву, потому что мы все чеченцы знали, что духовное управление мусульман РФ или духовное управление в России, которое оно тогда существовало, в СССР, это все были гибнюки, как и Ахмад Кадыров. Они были гибнюки. И мы, чеченцы, знали, что это вся гибнявая религия, которую говорят. Но при всем при этом мы верующие люди. И вот когда к нам начал этот ваххабизм просачиваться, происходила дискредитация. Она имела основание на эту дискредитацию, потому что вот это духовное управление мусульман управлялось гибней. И нам говорили, это все гибнявая религия. А вот этот ваххабизм, это правильная религия. Она к истокам, там все такое, очень правильно преподносилось это. Я это все помню прекрасно. И эти люди фактически завоевывали умы вот этих молодых ребят.
И Ахмад Кадыров, ваш Ахмад Кадыров, стравливал. Но чеченцы не убивали друг друга. В конце концов, и братья Ямадаевцы такие были. Помните? Вот эти братья Ямадаевы устроили разную провокацию в Гудермесе, по-моему. И в первый раз тогда чеченцы друг друга постреляли. Чеченцы, которые на одной стороне, имеются в виду, не подрусские твари, а которые реальные, настоящие чеченцы. Тогда кадыровцы, такого понятия не было. И так и не удалось им до конца нас травить. И когда началась война, вот как сейчас украинцы, чеченцы опять объединились. Даже те, кто Масхадов был против этих ваххабистов, они объединились, и ваххабисты, и традиционалисты, и все остальные реальные, настоящие, они объединились вокруг Аслана Масхадова и начали воевать. А ваш Ахмад Кадыров, выполняя дальше роль, данную ему КГБ, ФСБ, предал, лег под Путина, и его назначили на должность. Но при всем при этом, его назначили